Ты знаешь, как можно скопировать тут пароль? Или тут нельзя узнать пароль? Вот Wi-Fi. Пошло. Отже. Богиня трансляция. Если вы поставите правильную проблему и выявите причину, то остальное оно как бы вытекает очень легко. Я могу 10 минут сказать все. 5 минут? Да. Коллеги, закругляемся, да? Давайте, что получилось. Мы сейчас вас оценивать не будем, мы сейчас все вместе попробуем просто найти логику. Хорошо? Так, давайте, кто готов? Вы готовы, да? Надо второй микрофон здесь хорошо будет. Я передаю микрофон. Пожалуйста. Ульяна, у них можно узнать пароль от этой всей штуки? Я скинула, да? У меня просто все занято. Наши идеи, которые буквально за 5 минут вы сейчас попробовали накидать. Да. Так. Пожалуйста. Мы предлагаем социальный проект «Мой двор», да, который решает проблему в сфере социализации и укрепления детско-родительских отношений и преемственности дошкольного детства и начального звена среднего образования школы. Проблема касается нашей... Очень интересно. И как раз вот грантодатели вообще очень любят такие яркие названия. Например, вот недавно, еще название должно быть, пусть даже на якутском, но оно должно быть звучным, да, и понятным, либо сразу даваться переводом. Недавно вот я была в Екатеринбургском, и там очень классный проект придумывали. Вроде проект был простой, про видеофильмы, про лагерь, связанный со съемками. Они назвали Сахалы, как же было, да, Сагата. И знаете такое выражение? Сатабунда, Сагатсала. Ага, Сагатсала, да? Вот. Это означает что по смыслу? Означает, что все у вас получится. Да? Все получается, вот именно. Успешный человек. Да, успешный человек символизирует лисий воротник. Вот. Они, значит, очень хотели это название оставить на якутском языке, но если его перевести, да, вот посмотри, как звучит лисий воротник, лисий воротник. Вам даже самим будет интересно, что за этот проект, да? Вы уже заинтересованы будете читать, да? Ну, кажется, оно так, но если вы еще прочитаете перевод, значение, смысл, да, оно прям будет притягивать этот проект к себе. Поэтому
это очень важно, название проекта, а не сухое название там создание инклюзивной студии. Если студия, то название красивое какой-то студии, да, допустим. Так, хорошо, что я еще у вас отметила? Что там у вас еще было? Вы определили конкретную аудиторию, да? Даже возраст указали. Это очень хорошо. И, естественно, значит, проблема должна быть описана именно этой аудитории. И из ресурсов вам понадобилось что приобрести для этого проекта? Ну, в чем поддержка? Что вы хотите приобрести? Вот это говорили. Оборудование специально, чтобы установить. Да? Ну, например, у нас есть площадка. Ага, это на улице все. Да. Ага. А чтобы это все оборудовать, именно нужно выиграть. Ага. Этого оборудования нет нигде, да? А где есть? Ага. То есть вы можете, в принципе, перевести опыт в другой области, да, в принципе, да, но обязательно указать, что у нас этого нет, и это у нас будет как раз-таки особенность этого проекта. Понятно, да? Спасибо большое. Давайте перейдем ко второй команде. Добрый день. Название нашего проекта «Танцующие краски на воде». Да. Это технология Apple, живопись на воде, рисование по водной глади, да. Который решает проблему. Да. У нас первое на социализация детей с ОВЗ, второе обучить навыкам рисования детей с ОВЗ. Да. И мы предполагаем, что к нам будут ходить дети с 5 до 10 лет. Да, задача вот здесь создать условия для детей. И мы хотим организовать тоже в каком-то детском творческом центре уголок Apple, да, для детей с ОВЗ. И для решения этой проблемы у нас есть, например, да, есть краски, кисти, загустители. И мы предполагаем, что проект позволяет нашим детям раскрыть свой талант, скрытый талант. Есть такие. Да, мы должны проводить с родителями, с классными руководителями. Ага, если что, дополните, да? Так, спасибо большое. Давайте поаплодируем нашим коллегам. Все хорошо, конечно, много можно еще добавить, корректировать. Я бы хотела остановиться, вот смотрите, вы включили, у вас целевая аудитория дети 5 и 10 лет написали, да? Так, теперь посмотрим мероприятие. Вы включили мероприятие для детей, это рисование, потом вы включаете мастер-класс для родителей, потом вы включаете для классных руководителей, и вот здесь пошла, да, наши косяки, можно сказать, лишние мероприятия, да? Вроде у вас целевая аудитория одна, а зачем вы тогда проводите для классных руководителей? Это, конечно, по программе, да, надо, но вы пишете сейчас заявку проекта. То есть, либо вам нужно добавить целевую аудиторию, либо мероприятие сделать только для указанной целевой аудитории. Ясно, да? И так будет легче и проще, и, естественно, это выгоднее. Так, здесь рекомендации есть. Слишком много целевых аудиторий включать тоже не рекомендуется, потому что, их, во-первых, должна объединять одна проблема, и мероприятия должны быть для них как-то вот скомпонованы и расписаны проблемы, либо вы разделяете их на разные проекты, либо логически выстраиваете. Но когда вот вы должны всегда ставить себя за место эксперта, да, вот эти люди понимают, что они хотят решить, какую проблему конкретно хотят решить, или они слишком размазали все и слишком все взяли на себя очень много, осилят ли они это все? Вот такой вопрос будет стоять. Поэтому
чем проще, чем конкретнее будет проект, тем он выигрышнее. Понятно, да? Ну и название я бы тоже очень дала бы за это балл хороший, танцующие краски на воде. Надо будет прогуглить, вообще есть такие проекты, нет с таким названием. Так, ну и в принципе на этом все, да, здесь. Спасибо большое. Очень здорово, что мы быстро подключились. И я бы хотела пожелать, вот, если человек горит своим мероприятием, он всегда занимается этим, всегда можно найти пути вот именно поиска ресурсов. И сейчас, благо, что есть очень много ресурсных центров, очень много поддержки, и тот же фонд президентских грантов, если вы зайдете и посмотрите видеоуроки, я бы рекомендовала, тоже очень полезная вещь, все очень доступно. Вот в наше время, если 10 лет назад, да, когда мы начинали только начало 2000-х, это было, создавались только брошюрки, прям на расклад тогда были. А сейчас, я думаю, у всех есть большие возможности. Я вам желаю удачи, и в сегодняшнем у вас самозащита, я так понимаю, да? Ага. И кто у нас смотрит онлайн, пожелаю удачи и в вашем деле благодарность хотела бы также выразить, и чтобы вы больше заряжались энергией от вашей деятельности, чтобы она вам давала энергию, и чтобы у вас все больше и больше успехов. А гранты, они будут, на написании, в разработке проектов вы можете обращаться и в наш ресурсный центр. Всегда будем рады. Спасибо вам за внимание. Микрофон я отдаю. Туда, пожалуйста. Мы тоже благодарим Татьяну Евгеньевну, вручаем ей благодарственное письмо, что она сегодня объявила нам время и рассказала полезно. Спасибо большое. Мы продолжаем. У нас немного осталось. Елизавета Александровна, наша Зарубина, сейчас расскажет об проектной деятельности на примере грантовых проектов. Если можно с места, чтобы была возможность демонстрировать. Ага. Я расскажу в достаточно таком разговорном формате, поделюсь с вами своим опытом. Мне бы очень хотелось, чтобы вы посмотрели и, как сказать, поняли, что если получилось у меня, то у вас точно получится. Дело в том, что свою карьеру психолога я начала как психолог в сфере образования, в сфере доп. Образования. И для меня стало немножечко шоком, что нужно все самому покупать, то есть все раздатки, все, что ты хочешь сделать для детей, ты должен покупать сам. И в тот момент в муниципальном бюджетном учреждении, в котором мы работали, при нем была открыта небольшая НКОшка. И первый проект, который мы с коллегой написали и выиграли, был как раз-таки достаточно такой знаковый для нас. Это был проект от Алмаз-Регенбанка, тоже что-то связанное с социальными прекрасными делами. 100 дел, по-моему, к столетию было приурочено. Вот, и получается, что у нас был кружок с нашей коллегой, и мы просто упаковали его как инклюзивную психологическую студию на время летней занятости в онлайн-формате. Мы выиграли свои первые 100 тысяч рублей и одухотворенные, радостные купили себе карандаши, бумагу, компьютер и поняли, что можно не вкладывать своими деньгами. Вот. Я обычно рассказываю про наш проект в первый раз в инклюзивный класс, но здесь я как бы в этом проекте представляю заинтересованную сторону и хотела бы с вами поделиться другим проектом, который мы с коллегами выиграли на грант главы. Мы его подали, и мы получили ровно 500 000. Расскажу немного о фишечках, которыми мы пользовались достаточно быстро, попытаюсь уложиться в 5 минут. Когда мы подаем заявку на грант, мы пишем очень много текста, и я представляю, что вот люди, которые отсматривают наши заявки,
посмотрели там 100 заявок. И было бы хорошо, если бы то, что мы написали огромными цифрами, буквами, словами, было выделено бы визуально. Поэтому практически всегда мы пытаемся на коленке собрать презентацию, из которой мы просто куски текста переносим в презентацию, но чтобы было визуальное сопровождение. Наш проект «Профориентация. Перезагрузка» был нацелен на то, чтобы попросить денег у гранта главы, чтобы провести первый дальневосточный форум по профориентации. То есть я съездила на форум психологов в Москву, я увидела в Питер, я увидела, как люди приезжают, и своим коллегам говорю, нам нужно вывести наших педагогов куда-то. И, знаете, это был выезд в Нижний Бестях, но это такая вот как бы интересная у нас получилась история. Вот, и получается, нам нужно было примерно где-то 600-700 тысяч рублей для для трехдневного мероприятия. Это достаточно много. Вот. Но при этом у нас была сформирована проблематика. То есть, когда вы пишете какой-то проект, нужно, чтобы, люди, которые читают ваш проект, понимали вы вообще, с чего его придумали, с чего взяли. Для этого в ход вам пригодятся статьи проблематичные в СМИ, которые выпускают, опрос вашей целевой аудитории, то есть везде, где есть проблематика, в том числе вот у органов исполнительной, законодательной власти, это не про то, что вы тут такой молодец и сейчас все решите, да, а про то, что есть проблема, и вы предлагаете ее как-то улучшить. И вот здесь вот проблематику, основная, которую мы указали, что профориентация проводится достаточно мероприятивно и стихийно, и как будто бы нет возможности к этому подготовиться. Также мы всегда указываем в обосновании проекта количество потенциальной аудитории, для которой мы работаем. Но поскольку это школы, сейчас, по-моему, в республике более 645 школ, но в тот момент была 641 школа. То есть мы прямо написали запрос в министерство, просим вас поделиться, сколько каких школ там, сколько ведут профориентацию. И вот, например, 35% наших опрошенных респондентов написали, что они недовольны качеством профориентационной работы в школе. То есть мы опросили наших родителей и опросили специалистов с вопросом, кто у вас проводит профориентацию в школе. И поскольку профориентация распределена между всеми, мы так и написали. Вот. Ну и как бы основной фишкой моих проектов является то, что я сознательно подчеркиваю, что это не разовое мероприятие. То есть мы проводили один большой форум, да, это разовое мероприятие, но также мы потом после нашего форума проводили 5 встреч с участниками форума в формате нетворкинга. То есть это такие ламповые встречи в онлайне, когда мы разговариваем, у кого какие плюсы-минусы, кто-то делится своим опытом и так далее. Вот. Также мы разработали практикоориентированные методические рекомендации, которые у нас уже были, просто мы их более стандартизированно оформили. Тот бюджет, который мы положили в проект, мы его также в отдельный слайд вытащили. Вот можно посмотреть, у нас 543 тысячи рублей нам выделил грант главы. Для гранта главы это достаточно большая сумма. Сюда... у вас не показывает, да? Вот стресс. Так, сейчас, подождите. Я поняла, в чем проблема. А я тут на экране показываю, думаю, что все хорошо. Сейчас, подождите, пожалуйста. А так не видно, да, тоже? Сейчас, подождите, тогда. Так. Так, сейчас тогда. Так, а если я сделаю вот так, вам видно? Если я сделаю вот так. О, вот так вам видно. Вот так вам точно видно. Убери вообще эту загрузку. Она стоит прям. Да, точно. Нет, еще раз убери. А так? Просто у меня здесь видно. Она Так. где-то не выключенная стоит, значит, вот здесь вот может. Да, вот эти все убери. Все, я поняла. А так, видно? Вот. Так. Чуть-чуть быстро отматываем и несемся вновь. Вот здесь мы описываем проблемы, обоснование проекта,
Обязательно подчеркиваем, что это не разовое мероприятие, и всегда визуально на какой-то временной шкале показываем, что мы будем делать. И здесь вот мы закладываем наш бюджет, то есть то, что мы расписывали в обоснованиях статей, что нам нужно. Получается, у нас основная статья была направлена на то, что мы наших участников, вот мы 100 участников форума, мы их хотим перевести в Нижний Бестях, они сами заплатят за свой проезд, но они будут 3 дня жить в техникуме ТТНБ, ТТНБ, господи, ладно, не помню расшифровку, в техникуме ТТНБ они жили, это общежитие, и сами мероприятия проводились в основном как бы в здании, да. Мы их там кормили, у них были талончики на питание, мы им бейджики дали, блокнотики, то есть на все вот это мы просили деньги, то есть в том числе как бы был сайт, но поскольку мы позиционировали себя как неразовое мероприятие, мы потом брали на себя обязательство что-то бесплатно доработать. И вот этот вот какие-то действия, которые напоминают нам проект, а не просто разовое мероприятие, должны от нас требовать минимальное количество усилий. Вот. Ну и получается очень важно, чтобы та сумма, которую вы просите, она была хоть как-то соизмерима с тем, сколько вы привлечете к работе своего проекта людей. Конечно, есть, несомненно, проекты, которые направлены на какую-то маленькую аудиторию, прорабатывают серьезные проблемы, но если вы проводите большое публичное мероприятие, то, как правило, у вас охват должен быть, ну, примерно таким же, как бы, да, в том плане, что если вот у нас там 500 школ, то мы не можем участниками форума там сделать 15-20 человек, то есть нужно будет приложить усилия. Вот. Ну и получается, всегда есть вопросы, чем качественные результаты отличаются от количественных результатов. Но тут помогает очень хорошо насмотренность. То есть вы открываете все доступные информационные ресурсы, которые у вас есть, и просто смотрите, как пишут другие люди свои качественные результаты. Вот. При этом есть некоторая сложность, которая заключается в том, что очень важно свой проект, как сказать, сравнивать, ну, показывать куратору, который может вам помочь, бухгалтеру, потому что, например, те выплаты, которые вы заложили, да, вы должны знать, с кем вы можете заключать договор, и должно быть максимально все прозрачно для того, чтобы была возможность проверить, куда и как вы потратили деньги, потому что, ну, один из минусов грантов заключается в том, что если вы не достигаете каких-то результатов, либо, ну, как бы, либо тратите не туда, куда заявили, грантодатель может запросить у вас эти деньги вернуть. Пока что, тьфу-тьфу, у меня возвратов не было, вот. Поэтому, как бы, грантодатели, ну, как бы, организации, фонды, учреждения, одни из тех, кто готовы нам давать денежки для того, чтобы мы реализовывали проект, но я сейчас плавно хочу перейти к нашему следующему спикеру. Важно знать, что плательщиком наших проектов могут выступить непосредственно те, кому мы оказываем услуги, то есть непосредственно наши благополучатели. Разрешите пригласить, так, нет, это не то, разрешите пригласить Элеонору Михайловну Щуку, вот она, которая расскажет вам про свой опыт социального предпринимательства и еще об одном этапе возможности финансирования социального проекта. Всем здравствуйте. Меня слышно? Пожалуйста, в Нет, микрофон. микрофон. Только в микрофон. За какой микрофон? Для онлайн, да. Для... Онлайн есть сейчас. Ага, хорошо. Сначала слайды. Ага, чё. Хорошо. Можно следующий слайд? Мой путь, да? Расскажу свой путь. Я была врачом до 2014 года, потом ушла в декретный отпуск, родила ребенка. И когда была беременна, я уже думала, чем же заниматься во время декретного отпуска. Думала тоже над социальными проектами, так как я была акушер-гинекологом, думала запустить проект у себя в районе школы матери, обучать молодых родителей, подготавливать их к родам.
Но, к сожалению, в 2-месячном возрасте мой ребенок перенес массивный геморрагический инсульт, после чего у нее, так сказать, глубокая инвалидность до 18 лет и сразу дали. Она умеет только сидеть, да, сама садится, работает только правая рука, но тем не менее я ее научила саму кушать, общаться с помощью карточек. Речи нету, не ходит, тяжелое научное развитие. До 2016 года сидела по уходу за ребенком, пыталась выйти на работу в 2016 году, была еще врачом УЗИ. Потом главный наш врач мне не подписал договор на продление моей работы, так сказать, с ними. Я уволилась и переехала в Якутск обратно. В Якутске уже работал муж. Видимо, врач знала то, что муж у нее там в Якутске. Сейчас ее опять обучу, и она придет, наверное, так думала, да? Но мы и так и планировали. Поэтому, скорее всего, она и не стала продлевать. Ну и спасибо ей, потому что она это не подписала, да? Потом в 2016 году я с февраля месяца начала думать, чем же буду заниматься, потому что мои деньги, да, которые я получала по уходу за ребенком, за вторым ребенком от государства, они уже должны были закончиться в апреле месяце. Я вот первые свои 20 тысяч рублей вложила на линзы, цветные линзы. Я стала продавать цветные линзы с помощью Инстаграма, да, в то время Инстаграм очень хорошо развивался, магазинов таких особо не было. И начала продвигать свой магазинчик, интернет, и продавать линзы. Ну, очень хорошо продажи пошли. У меня очень много было хороших знакомых, которые помогали мне в рекламе. Да? Блогеры хорошо, охотно соглашались с бартером в то время рекламировать. И продажи хорошо пошли. С помощью этих продаж я пошла на свои первые курсы по MBA, да, в 2017 году. И практику начала с ноября 2017 года. Конечно, первым учеником была моя дочка и сын одной моей хорошей знакомой. Потом вместе с дочкой поехали в январе 2018 года в Москву на интенсивное занятие по MBA. И там у них прошла я параллельно стажировку. И также я организовывала переезд специалистов из Китая, из Пекина. Это нужно было собрать 50 родителей, 50 детей, и из них там отбирали 32 ребенка, по-моему, которые проходили интенсивные курсы реабилитации приезжих специалистов с Китая. Да? За организацию этих реабилитаций, так сказать, в первый раз я получила только как бесплатная реабилитация своего ребенка, а во второй раз я сказала, что нет, мне нужен гонорар, да? Они мне, конечно, заплатили гонорар, и плюс сама проходила у них массаж, курс массажа, спина, да, у меня больная, и тоже ребенок у меня пошел реабилитацию. И потом вот мама предприниматель, наверное, слышали, да, такой есть проект, центр «Мой бизнес» проводит. В ноябре 2018 году, по-моему, я прошла обучение. На завтрашний день у нас должна была быть защита проектов, но в тот день, да, у меня ребенок сломал ногу. Упала со стула, и у нее сломалась нога. Мы поступили в центр, конечно же, я на защиту проектов не попала. Ну и денег тоже не было, да, вот с помощью этих денег я планировала запустить свой центр, открытый центр. Но так как у меня был магазин, да, линзы, оттуда деньги взяла и первые 60 тысяч рублей вложила на покупку инвентаря. Там шкаф, стол, стулья. И потом в феврале 2019 году зарегистрировала ИП. В январе я зарегистрировала почему-то ООО, который до сих пор сейчас болтается. Поэтому при форме регистрации будем это тоже разбирать. Какую форму нужно выбирать. Потом в марте открыли
первые двери центра. К нам приехали мои коллеги с Украины. Да? В то время мы, так сказать, дружили с ними, наша страна. И они провели первый интенсив, а потом я пригласила из Москвы тоже поведенческих специалистов, потому что вот специалисты, которые были в марте, они были больше логопеды, не EB, да, терапия, а больше логопедические занятия были. А нам нужны были EB занятия, потому что я собрала еще команду из родителей, которые тоже обучались на курсах. И мне важно было, чтобы они увидели, чтобы они прошли стажировку у специалистов именно по EB-терапии. Следующий слайд. Таким образом мы начали работать. Проблема в Якутии, да, которые до сих пор есть, это нехватка специалистов, именно коррекционных педагогов, ну и вообще учителей, да, очень мало их становится, а детей все больше и больше. Очень дорогие реабилитации за пределы Якутии, потому что я сама, как мама ребенка с инвалидностью, да, выезжали за пределы Якутии, были в Санкт-Петербурге, в Москве, в Китае, в Израиле, очень большие деньги нужны везде. Неподходящий метод обучения для детей с ментальным нарушением развития, потому что вот с некоторыми коллегами, с дефектологами, когда сейчас общаемся, они говорят, то, что да, то, что мы учили 20 лет тому назад, были совсем другие дети. А сейчас детей с аутизмом, с поведенческим нарушением становится все больше и больше, и наши методики для них как будто не подходят, говорят наши специалисты. Ну и увеличение количества детей с ментальным нарушением развития. Врачи, да, с которыми я общаюсь, они сами говорят, то, что это люди будущего. Детей становится все больше и больше с поведенческими нарушениями. Следующий слайд. Наши цели, да, цели нашей, так сказать, деятельности. Мы хотим удовлетворять нарастающую потребность, увеличивающуюся количество детей с ментальным нарушением развития, в том числе дети с расстройством аутистического спектра, это наша целевая аудитория, именно в качестве оказания абилитационных и реабилитационных услуг. Создание конкурентоспособного и образцового оказания качественных услуг для семей, воспитывающих детей с ментальным нарушением развития, ну и создаем новые рабочие места. Дальше. Миссия нашего центра, да, у каждого проекта должна быть миссия, которая движет вами. Это улучшение качества жизни семей с детьми с особыми потребностями развития. Следующее. Итоги деятельности за 5 лет, да, у нас есть 3 филиала, работают 5 терапевтов, 3 куратора, 2 из которых закончили полный курс EBA, и мы постоянно учимся, да. Все, что мы зарабатываем, все вкладываем в обучение, потому что методика, она не стоит на месте, она, как и медицина, все улучшается и улучшается с каждым годом. На регулярной основе сейчас у нас занимаются более 70 детей. Сотрудничаем также с другими ABA-центрами, потому что некоторые наши дети ездят в Москву, в Санкт-Петербург, в Новосибирск. С ними мы очень хорошо держим связь. И вот с другими странами тоже, вот в Казахстан, да, ездили наши ученики, некоторые переехали, тоже мы их так передаем детей друг другу, чтобы была, так сказать, стабильность, да, у детей, чтобы они не прерывали, какие цели у нас были и какие цели у них. Также в августе 2023 году мы зарегистрировали некоммерческую организацию. Там у нас один проект был, да, только у нас один банк пока что. И как индивидуальный предприниматель в прошлом году меня заставили, да, так сказать, бухгалтер, заставил зарегистрировать себя как социальный предприниматель в реестре социальных предпринимателей, да, и участвовать на грантовом конкурсе для социальных предпринимателей. И мы там выиграли 500 тысяч рублей на покупку, так сказать, инвентаря и дальнейшее развитие центра. Предпринимательство, да? Знаете, что такое предпринимательство? Здесь есть предприниматели или пока только начинающие, думающие?
Мечтающие. Есть, да, предприниматели? Приближающиеся к этой цели. Хорошо. Или лежащие в эту сторону. Это моя целевая аудитория, получается, да? Так, предпринимательство, это и есть предпринимательство. То есть, когда мне говорят, как у вас бизнес, да, я немножко нормально, да? А на самом-то деле, да, мы предприниматели, да, мы не бизнесмены. Потому что у нас, так сказать, социальное предпринимательство, которое, так сказать, ну, конечно же, можно, наверное, да, построить там какой-то гигантский бизнес с этого, но к этой цели мы движемся, мы пока не бизнесмены, мы предприниматели. Дальше. Потому что предпринимательство – это человек, который все время что-то создает, да, что-то новое пробует. А бизнес – это то, что есть уже вполне стабильно какой-то проект, который просто хорошенько масштабируется. И там очень хорошие какие-то управленческие свои нюансы есть. Предпринимательская деятельность – это осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от владения имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Тут это все, которые оказывают услуги, да? Или есть продажники? Продажники, да? Продажа товаров, так сказать. Педагоги, да, педагоги мы все оказываем услуги, хорошо. И есть еще вот такое понятие, назад еще, социальное предпринимательство, да? Это использование стартапов и других средств предпринимательства для разработки, финансирования и реализации решений социальных, культурных и экономических проблем. То есть мы решаем какие-то социальные проблемы. Дальше. Социальное предпринимательство, да, он может получать прибыль, использовать эту прибыль для дальнейшего развития своего дела. Можно получить поддержку от государства вот на сайте moybusiness14.rf. Там можно узнать, какие меры поддержки есть от государства. Но советую этим не злоупотреблять. Имеет признаки инновационность, да, самоокупаемость и финансовая устойчивость. И должно быть как-то масштабируемый проект. Нет еще, да я боюсь. Социальное предпринимательство, он очень близок с некоммерческими организациями. Да? Некоммерческие организации также они могут создавать для достижения каких-то социальных целей. Они тоже могут заниматься предпринимательской деятельностью. Только если данная деятельность направлена на достижение целей организации. То есть там дивиденды получать НКО не может, да? А предприниматель, он, так сказать, не может. Дальше. Но за 5 лет мы дивиденды еще не получили, да? Потому что все время вкладываем в развитие своего дела. С чего же начать, да? Вот цитата есть, которая мне очень понравилась. У истоков каждого успешного предприятия стоит однажды принятое смелое решение, да? То есть предприниматели, они очень смелые люди, они любят риск и принимать решения, чтобы достигать то, что они захотели достичь, так сказать. Давайте рассмотрим вот эти пути, да? С чего же начать? Следующий сайт. Оценка жизнеспособности проекта. То есть нужно оценить сначала жизнеспособность, да, перед тем, как вообще пойти в эту сторону работать, думать. То есть нужно выбрать какую-то правильную идею, посмотреть ценность этого продукта, насколько она будет, так сказать, Актуально? Актуально для нашей целевой аудитории. Нужно определить целевую аудиторию. У нас целевая аудитория, то есть дети с ментальным нарушением развития, да, с поведенческими нарушениями. То есть не все дети с ОВЗ к нам могут приходить, да, а именно дети, у которых есть ментальное нарушение развития, то есть какие-то задержки психического развития. Нужно определить спрос продукта, насколько он на рынке, то есть насколько целевая аудитория готова купить у вас этот продукт. Нужно еще оценить анализ рынка, то есть нужно изучить своих конкурентов, насколько они хорошо, так сказать, живут, насколько они жизнеспособные.
И нужно создать какое-то уникальное торговое предложение. Обязательно нужно составить финансовый план, потому что без финансового плана идти куда-то, так сказать, как сказать? Влезть в долги. Не то, что без долги, а просто попробовать, да, попробую. Типа такого не должно быть, нужен четкий план. И можно тестово запуститься. Тестовый запуск, это, конечно же, нужно, потому что, наверное, видите, да, то, что говорят, типа, мы запускаемся в тестовом режиме, да, потом работают там сколько-то недель, кто-то закрывается, а кто-то потом начинает работать дальше. Нужно составить бизнес-план обязательно. Вот мой бизнес, он обычно проводит бесплатные обучающие семинары периодически про то, как можно составить бизнес-план. И если не умеете составлять бизнес-план, то можно купить человека на аутсорсе, да, который может вам помочь с этим бизнес-планом. Дальше. Также нужно выбрать регистрацию, да, выбор формы регистрации. Если вы один человек, если вы педагог, да, только начинаете заниматься какой-то деятельностью, и мой совет сначала зарегистрировать как самозанятый. Потому что самозанятые, они платят только налоги, и вот, пенсионные всякие там социально-страховые взносы, которые сейчас сколько, 43 или 44 тысячи рублей в год, не надо платить. И потом, когда вы почувствуете то, что ваше дело в спросе, так сказать, да, он хорошо идет, и вы готовы как-то привлекать других специалистов в ваше дело, нужно уже подумать про регистрацию или же ИП, или же ООО, или же НКО. Я сейчас расскажу про свой ООО, который сейчас болтается уже 6-й год. Когда я запустила ООО, после этого пошла на консультацию к налоговому консультанту. Она сказала мне: зачем ты запустила ООО? Как ты будешь выводить деньги? Это же надо делать себе зарплату, платить налоги, платить такие очень большие налоги, которые страховые взносы, да? Это стоит где-то 43% сейчас, да? Если не ошибаюсь. Ну, этими делами все у нас занимается бухгалтер, поэтому я прям по процентам точно не могу сказать. Поэтому она посоветовала мне зарегистрировать ИП. Я зарегистрировала ИП и работаем сейчас как ИП, индивидуальный предприниматель. И да, индивидуальный предприниматель, у него есть очень хорошие плюсы, много плюсов. ООО и всякие НКО можно запустить, когда уже идете на лицензирование, да, своей деятельности. Но ООО у нас болтается, потому что, возможно, мы будем лицензировать. Дальше. А потом запускаем проект, да, ваш проект. Про это уже рассказывали, да? И... Ой, простите, пожалуйста, так. Запускаем проект. И самое главное еще тут команда образования. Команда образования – это самая больная тема. Потому что если вы занимаетесь, ну вот так, цитирую, в конце концов вся бизнес-деятельность может быть сведена к 3 словам: люди, продукты и прибыль. Если у вас нет хорошей команды, вы мало что можете сделать с 2 другими. Да? То есть один в поле не воин. Если вы будете только сами работать, сами все делать, вы будете выгорать. И выгорание, конечно, неизбежно у предпринимателя. Поэтому перед тем, как пойти в предпринимательство, я вам советую очень хорошо подумать, потому что оценить свои силы, свои ресурсы. Потому что если вы не готовы создавать команду, и если вы чувствуете, что к вам люди не придут, да, так сказать, то будет сложно. Ну все, вопросы есть? Вы испытываете сложности со специалистами? Вот у нас в нашей сфере говорят, что в образовании очень много нехватка кадров.
Да, конечно, испытываем, потому что мы проводим очень большое количество собеседований, когда приходят люди, потом во время стажировки, они смотрят, как мы работаем, и большая часть отсеивается во время собеседования, некоторая часть во время стажировки. И остаются самые смелые, самые надежные, так сказать, которые не боятся трудностей, потому что наша деятельность, она очень сложная. С 9 до 6 попробуй поработать с детьми с ментальными нарушениями, с поведенческими нарушениями. Это нужно быть очень такими физически активными, очень быстро нужно думать, потому что нам нужны именно такие, в этой сфере работают такие люди, которые именно физически хорошо развитые и у которых есть очень такой гибкий, острый ум, так сказать. Потому что ребенок может сегодня перейти в очень хорошее настроение, я позанимались, вау, классно, все хорошо, а на следующий день придет в плохое настроение, и что делать? Нужно издеваться каким-то образом. Спасибо за внимание. Можно вопрос? И ставки адреса специалистов по пищевому нарушению поведения. Что еще? Есть ли у вас в вашем центре специалист по пищевому нарушению пищевого поведения? По нарушению пищевого поведения мы проводим сами кураторы. Я есть Евдокия. Так как у нас нет ресурсов, мы пока не берем новых людей на это. Консультации для родителей, это если ваш центр с детских садов до школьников направлять, это будут платные? Да. Очень платные для центра. Все платные. Все эти у нас уже Нету акций, квот, скидок. Мы бесплатные консультации проводим через фонд расходов. Все? Если будут вопросы, можете потом подойти ко мне, спросить. И если у вас какая-то бизнес-идея, могу проконсультировать бесплатно. Хорошо? Элеоноре Михайловне тоже вручаем благодарственное письмо, благодарим, что она пришла к нам. Спасибо. Так, давайте что-то сделаем, пожалуйста, встаньте вместе. Так, подождите, пожалуйста, я сейчас фон сделаю. Ладно, такой пусть будет. Раз, два, три, чуть-чуть вас поближе. Раз, два, три. Вот теперь у вас у всех есть красивые фотографии. Так, мы продолжаем. Следующий спикер у нас находится сейчас онлайн. Она подключилась. Малахина Александра Романовна, клинический психолог, поведенческий аналитик, куратор по научно-методическому метод-сопровождению для детей с аутизмом в Москве и регионах. Она нам расскажет инклюзивное образование, миф или реальность. Александра, вы с нами? Здравствуйте. Да, здравствуйте, добрый день всем, рада всех приветствовать, меня слышно? Да, все. Отлично, хорошо. Мне безумно приятно, что меня пригласили на такое мероприятие. Я очень люблю рассказывать какие-то такие животрепещущие темы, волнующие, может быть, не столько обучающие, сколько рассказывающие про опыт, и делиться этим опытом, и показывать, скажем так, честную картину того, как это бывает, с какими сложностями сталкиваются все, те, кто реализует инклюзивное образование, как их можно решать. Я очень надеюсь, что мой сегодняшний такой небольшой доклад покажет и немножко расширит, может быть, взгляды на, в принципе, работу в инклюзивной среде, как это может быть устроено, как нужно вообще справляться со сложностями, и, возможно, это даст идеи для вас в будущем для реализации. Вот. И начать я, собственно, хочу определение, на всякий случай, для всех, кто будет там запись смотреть и так далее, что у нас, в принципе, инклюзивное образование по федеральному закону 203-му. Это форма обучения, при которой каждому человеку, независимо от имеющихся технических, социальных, профессиональных и всяких способностей, предоставляется возможность учиться в общеобразовательном учреждении. И обычно под этим подразумеваются вполне конкретные вещи. Да? То есть у нас есть
в принципе, понятие ограниченной возможности здоровья, все мы их знаем, да, все мы коллеги с вами, и обычно подразумеваются вот такие нарушения развития, нарушения психики. Да, ну, я перечислила, в принципе, все, наверное, да, может быть, что-то подзабыла, но смысл в чем, что когда мы говорим про инклюзию, да, про инклюзивное образование и про детей с особенностями развития, прежде всего мы думаем про вот эти категории детей. И думаем о том, как их научить, как их вписать в коллектив школьный, что вообще с ними делать и так далее. Но если мы поподробнее посмотрим все-таки, что такое инклюзивное образование, что оно подразумевает под собой, то мы поймем, что на самом деле инклюзивное образование гораздо шире, чем, может быть, кто-то привык думать, да, что на самом деле понятие инклюзия, в принципе, подразумевает под собой очень-очень много всего. И это далеко не только ограничение возможностей здоровья в буквальном виде, да, то есть, наверное, до того, как был принят вот этот закон, очень часто реализовывалась, допустим, история, когда это просто ребенок, например, с инвалидностью, ребенок инвалид, например, или это точно не ребенок при обучающих категорий, которые раньше были, да. Но на самом деле, если мы достаточно широко посмотрим на эту проблему, в принципе, инклюзивного образования и инклюзивного общества, мы поймем, что у нас в эту категорию, точнее, в это большое понятие входят не только дети с особенностями развития с или без инвалидности, да, потому что разные истории бывают, это не первый цвет. На самом деле сюда входит, как вы видите, много кто еще. Да, то есть это и дети, для которых родной язык не русский, да, или русский не родной, то есть дети это могут быть иммигранты, дети это могут быть, в принципе, те, которые приезжали из региона в регион, да, и они тоже требуют специальных условий. Это просто дети с инвалидностью, которые изначально воспитываются да, на двух языках. Это и одаренные дети, которым тоже необходимы специальные образовательные условия, и они тоже должны быть инклюзированы, потому что они тоже отличаются да, своей успешностью чаще всего. Это могут быть просто нейроотличные дети, да, у которых нет инвалидности, нет, пока, например, в всяком случае нет какого-то официального диагноза, при этом есть явные различия, то есть, например, это может быть человек с ДВГ, высокофункциональный, это в принципе может быть и человек с аутизмом, который очень высокофункциональный, то есть, что раньше синдром Аспергера, и это может быть ребенок с тревожным расстройством в целом. То есть, скорее я предлагаю посмотреть на картинку инклюзивного образования таким широким максимально углом, широкими глазами, потому что это важно. В принципе, вы не можете создавать для этих людей специальные образовательные условия и игнорировать других, да. Например, мы не можем делать пандус только для детей с инвалидностью, но при этом игнорировать то, что, например, у ребенка есть, что называется психотерапией по высокочувствительной типичности, да, и очень переживать за своих данных, и ему тоже необходима какая-то поддержка, помощь, например, школьного психолога или учителя, или каких-то дополнительных групп для того, чтобы справиться с этим стрессом. Да, или это ребенок, который выделяется в надежде, или это дети мигрантов и так далее. Да, то есть инклюзивное образование, оно должно включать всех, не только конкретно, вот есть у него БПК, есть у него, не знаю, проблемы с опорно-двигательным аппаратом или аутизм или что-то еще, вот ему нужна инклюзия, а всем остальным как будто не нужна. Нет, мы смотрим очень широко на эту картину. И, собственно, тоже повторю, как вы, может быть, должны, наверное, большинство из вас знать, да, о том, что у нас есть два варианта, на самом деле, интеграция и инклюзия. И зачастую бывает такая подмена понятий. То есть получается, что создается такой коррекционный автономный класс, я сейчас про массовую школу только говорю, массовая школа общеобразовательная называется, например, ресурсным, или называется инклюзивным, или еще как-то, но по факту это скорее такой отдельный автономный коррекционный класс в массовой школе. И есть второй вариант, это когда у нас инклюзивный класс, то есть у нас, в принципе, ребенок либо сразу находится в обычном классе, да, и там занимается, либо есть еще такая транзитная зона,
ресурсный класс для того, чтобы, мы сейчас про это говорим, ребенок мог переходить как бы из одной вот этой вот буферной зоны, да, в другую, соответственно. Вот у нас как бы такие, если смотреть сейчас на практику, на то, где я работаю и в Московском регионе, и в других регионах, вот такие вот два варианта у нас встречаются. Часто они путают, встречаются, потому что одно называется другим, ну, чаще всего, да, там, например, то, что является интеграцией, называется инклюзией, обычно не наоборот, конечно. И я хочу остановиться тоже на определениях, мне кажется, важно надо повторить, что автономный класс – это такая образовательная модель, которая подразумевает обучение учеников, объединение их по программе одной и чаще всего одного года обучения, ну, 100%, да, одного года обучения, не всегда это реализуется по одной и той же программе, ввиду там кадров и всего на свете, это понятно. Вот, но я здесь как бы хочу остановиться на том, что этот вариант он тоже предусматривает на самом деле включение обучающихся в инклюзивное пространство школы, да, даже если это по сути такой интеграционный класс, он все равно может включать в себя и должен на самом деле включать совместную учебную и урочную деятельность со сверстниками. Я хочу показать, собственно, на практических примерах, сейчас к этому перейдем, к этой части, о том, как это может реализовываться и должно. Соответственно, ресурсный класс – это как раз такая транзитная зона на территории общеобразовательной школы, когда у нас ребенок переходит не сразу в этот общий массовый класс, а проходя через вот этот ресурсный класс для того, чтобы там какие-то свои дефициты восполнить. То есть это буквально есть такое создание естественных образовательных дополнительных специальных условий, да, в которых происходит сопровождение. Вот картинка вам показывает скорее логику включения ребенка. Я бесконечно люблю эту тему, потому что она работает всегда на 100%. И всегда можно включить любого ребенка даже с большими поведенческими трудностями через такую историю, да, но для этого, конечно, нужны ресурсы и вот эти вот специальные образовательные условия. То есть, когда у нас сначала идет индивидуальная работа, потом у нас идет мини-группа, которую можно создать, да, в ресурсном классе, для этого 2 человека или 3 человека или 4, там 5, ну, короче говоря, мини-группа, и потом уже это идет групповая работа на общем уроке с детьми, да, с инструкции уже на большое количество детей класса и так далее. Да, и, соответственно, наш ученик, он проходит по этому квадрату буквально по каждой академической сфере. Здесь тоже я постаралась отобразить логику, в принципе, зачем нужна инклюзия и зачем нужен вот этот, например, ресурсный класс. Да? То есть, когда у нас ребенок сначала проводит очень много времени, да, там 90% времени скорее в транзитной точке, и, например, 10% времени включается в обычный общеобразовательный класс или регулярно, как мы говорим, затем это время начинает постепенно увеличиваться в общеобразовательном классе и уменьшаться в ресурсном классе. Для того, чтобы, да, зачем? Для того, чтобы прийти к тому, что ученик уже 100% или 90% времени проводит в общеобразовательном классе и всего лишь на 10-20% возвращается в ресурсный класс. Это идеальная картинка, которая встречается, но в подавляющем большинстве случаев так не происходит, конечно. Да? То есть это скорее история про тех, у кого не такие сложные программы, что, естественно, не те дети, у кого СИПР, это как раз скорее дети, у которых есть особенности национальной другой сферы, какие-то, может быть, дети даже психического развития, это спектр, но это очень такой, ну, как бы, на, скажем так, полярной точке, да, спектра, да, не слишком сильно, не слишком сильно аутизация и так далее. Но суть не в этом. Суть в том, что, чтобы понимать, зачем все это нужно видеть как конечную цель. Конечная цель, конечно, такая. Больше часть времени проводить в массовом классе, меньше поддержки. Если мы говорим с точки зрения каких-то плюсов, зачем вообще все это нужно, то мы можем очень быстро прийти к такому, на мой взгляд, для детей с особенностями, да, скорее, потому что мы, наверное, как специалисты, как педагоги больше их интересов представляем, то это, конечно, обучение детей через имитацию за сверстников.
Я очень много раз видела в своей практике, когда ребенок с особенностями, например, с поведением, какие-то начинает перенимать, ну, говоря простым языком, да, перенимать какие-то поведенческие паттерны игры, да, или, например, поведение в столовой, или даже просто поведение на уроке, просто от того, что он находится рядом со сверстником. Например, я уже приведу историю, как у нас один из учеников научился списывать. Вы даже представляете, как мы радовались, когда он вдруг понял и увидел, что вообще-то рядом с другим ребенком можно, ну, мы ему, естественно, показывали, иногда не то, что совсем такой языку полностью листает, но тем не менее, какой-то момент стал делать там список, это по паре. И это очень специальное поведение, и мы супер как бы хвалили за это и подкрепляли, просто потому что это поведение, ну, может быть, оно там не самое правильное, не самое какое-то социально приемлемое в плане школы, но оно очень специальное, оно очень помогает ребенку выяснить положение, в котором он оказался. Например, он что-то видит сам, чего-то не видит, или он просто что-то не видит туда, или он не знает, как сделать, или что-то там может сообразить, но он может списать своего соседа, да, все, что угодно, школы, упражнения и так далее. И часто этому тоже нужно обучать, что можно, в принципе, смотреть кого-то и не просто сидеть, как бы ничего не делать, ждать, пока компьютер там поможет, а еще как-то вот самому тоже подсказки из этой окружающей среды как-то забывать, да, это тоже такой очень специально важный навык. Конечно, не всем быстро получается научить, и не каждого, это понятно, но если мы говорим про ребенка, который много времени проводит в массовом классе, то это супер важный навык, на который мы внимание обращаем. И, в принципе, здесь можно про любой урок говорить, и про физкультуру, на которой они смотрят, да, и учат результаты и так далее. В целом, в основном, у меня категория детей, с которыми я работаю здесь рутинно, но, как правило, это и хронологичные какие-то расстройства есть, вот, и, в принципе, как раз снова такая дефицитов, что диффузивно имитация не формируется сразу и самостоятельно, да, то есть они в принципе сложно, они могут обучаться, когда как нейротипичные дети с самого маленького возраста через имитацию в окружающей территории, нужно это научить. И в школе это очень сильно заметно, например, для тех, кого учили этому и кого не учили этому. И как бы имитация за сверстником, это, скажем так, самый такой высокая планка, высокая позиция для детей в школе, что ты уже не просто повторяешь, не просто по инструкциям ты делаешь, а ты уже сам можешь анализировать поведение и повторить. Мне кажется, что это такой самый, наверное, самое главное преимущество инклюзивного образования, потому что оно дает максимум, соответственно, ребенку с особенностями. Естественно, мы говорим про какую-то позицию детей. Я сейчас, когда практику перейду, то побольше про это вам скажу. В целом, про позицию детей нейротипичных, как бы их формирование социальной позиции, о том, что да, все люди разные, и они тоже могут быть разными, и если у кого-то что-то не так, то это не значит, что кто-то хуже, а кто-то лучше. Просто это обычная история, да, то есть обычная реакция, не нужно ничего бояться, не нужно стесняться и так далее, потому что первые, конечно, реакции могут быть очень разными. Вот. Это, в принципе, развитие эмпатии, с которой есть трудности у многих, да, людей и детей тоже. Если мы говорим про школу, то это, конечно, дополнительное финансирование школы и это получение новых квалификаций специалистами, потому что есть приемы, техники обучения, которые подходят, естественно, не только для особенностей, но просто с ними, допустим, больше используются, но и подходят для нейротипичных детей. Конечно, преград больше, да, и с ними достаточно сложно справляться. И для этого нужны ресурсы, и моральные, и технологические, и финансовые, и всякие разные. Я тоже покажу, как мы, на одном из примеров, как мы, например, с этим справлялись. Здесь, наверное, я выделю такой пункт, как, собственно, создание социальных условий, потому что часто бывает так, что, например, создаются какие-то технологические специальные условия, например, фан какой-то, или даже лифт, да, или что-то еще, и на этом кажется, как будто бы, ну все, в принципе, вот
вот они же созданы, эти условия, в чем проблема. Вот, но по факту инклюзия включает в себя слишком много всего, и мы, специалисты, не можем к этому относиться настолько формально, да, не специалисты, на самом деле, не администрация, и, конечно, в это нужно вкладывать довольно много ресурсов и желаний. Тем не менее, это можно сделать, не пытаясь не знаю, перескочить голову, да, и просто постепенно разделяя это на маленькие шаги. Понятное дело, что сразу не получится такой результат, не получится сделать идеальную картинку, но можно выработать несколько направлений и начать работать по ним, да, не сразу по всем, не пытаться сразу сделать, например, заполнить классы и всех перевести на 100% обучение инклюзивное, потому что это может быть сложность, поведение детей, социальные условия, но можно постепенно двигаться к этому результату. Да. Здесь такая картинка у меня по поводу команды, тоже, я не знаю, какие конкретно ситуации в каждой вашей конкретной школе, но в целом, когда мы говорим про инклюзивную команду, построение, то это обычно включает в себя довольно много людей, да, довольно много специалистов, то есть это служба, психолого-педагогическая служба, это тьюторство, это какой-то координатор по инклюзии, который в принципе отвечает за эту историю, да, то есть человек, который собирает это вокруг себя, который помогает решать конфликтные ситуации между родителями, между родителями наркотичных детей, например, родителями наших детей с особенностями, учителями и так далее. Это может быть в искусственном классе или в автономном классе, смотрите, что у вас есть. И начать с того, как, в принципе, можно включать инклюзию, да, с чего мы начинаем для детей. Я, конечно, могла бы, можно сказать, классные кейсы, когда там ребенок на 100% выходил в инклюзию. Я думаю, что это менее интересно, чем поговорить про подавляющее большинство ситуаций, с которыми мы встречаемся. Понятно, что есть дети такие высокофункциональные, которые с тузером и потом без тузера как-то могут справляться, и может быть, они даже лучше в классе, например, поведение сложное и так далее, и они больше времени проводят в общеобразовательном классе, в массовой школе, но большая часть детей, это, конечно, дети, которые учатся по программам более сложным, это дети с интеллектуальными нарушениями, дети с поведением, это дети с всякими истериками, особенностями и прочее, и часто они учатся в автономных классах, например, в ресурсах, то есть они как бы совсем отдельные. Вот, их можно было включить, но, например, специалисты и как бы школа не знает, как это сделать, то, соответственно, я показать этот опыт, как это может быть. Потому что, на мой взгляд, это интереснее. Во-первых, у нас есть логика включения. То есть, в принципе, изначально я, как детский аналитик, могу сказать, что мы идем от простого к сложному всегда. Если мы говорим про дисфункциональных детей, или просто детей с тяжелыми какими-то множественными нарушениями развития и так далее, поведением, то мы идем вот в такой логике, да, то есть у нас есть какие-то более простые предметы и какие-то более сложные предметы. Мы исходим из того, что для ребенка более просто, да, можно проще включить. И здесь, конечно, еще важный момент такой, что еще все зависит от учителя и от предметника. И, конечно, например, у меня в школе, допустим, в физкультуре были молодые, какие-то активные ребята, которые хотели как-то помогать и были не против, например, достаточно консервативный региональный учитель ФИЗО, которая очень сложно шла навстречу, и это было большой проблемой. В целом с ней как договариваться. И, конечно, проще начать с того, что проще. Мы так и делаем. То есть в целом выстраивание потихоньку, постепенно такого пошагового инклюзии, оно это происходит. Мы берем, например, один предмет, договариваемся с учителем, договариваемся с учителем-предметником, учителем автономного или учителем ресурсного класса, обычно человек разговаривает, на самом деле, с тьютором, и происходит постепенное включение в этот класс. То есть получается, что, например, как это может быть,
не помню, там, вот, сейчас это сначала слайд покажу. Для нас есть критерий, да, когда мы ребенка включаем в инклюзию. Не просто любого, да, в любой момент. Вот, несмотря на то, что у него истерика 50 минут приходит там, в школу и вообще приходит в кабинет, нет, мы его все равно на физкультуру заснем. Нет, мы так не рекомендуем делать, да, то есть смысл, конечно, в том, что мы должны что сначала делать с ребенком заранее, да, до присутствия в классе, в автономном, да, где это буферной зоне. И добиться того, что у нас есть какое-то отсутствие нежелательных форм поведения, которые могут этот процесс учебный прервать. Ну, то есть у поведения должна быть какая-то низкая частота и интенсивность, такая сила поведения. Естественно, если у ребенка самоагрессия, мы не будем этим заниматься, да, там каждые 5 секунд он, не знаю, руку себе встает и бьет рукой, вот, или там на полу валяет. Но, условно говоря, если у него там какая-то небольшая авторизация, или, может быть, он, не знаю, пальцем чуть-чуть или еще что-то делает, подпрыгивает, то для нас это не является критерием необхождения, да, здесь важный момент именно отсутствие вот этих сильных, интенсивных, высокочастотных нежелательных форм. Плюс ребенок должен уметь заниматься хотя бы в течение 10 минут за столом спокойно и выдерживать сверстников. Это тоже такой очень важный момент, потому что в принципе часто, ну, опять же, если мы говорим про детей с аутизмом, то у них встречается такое часто, когда они не хотят вообще выносить других детей, то есть с подростками нормально взаимодействуют, другой ребенок для них это прям триггер. И с этим тоже отдельно нужно работать, не в массовом классе, естественно. Вот, соответственно, вот эти критерии мы достигаем. И после этого мы можем говорить о включении в инклюзивную среду. Ну вот здесь пример уже свежие такие фотографии, уже 7 класс, в принципе, он существует там с 1 класса 15 год. Вот. Тут, конечно, вот уже ребенок баскетболом занимается, и он там тоже совсем не занимается. Вот. Но изначально история в том, что мы включаем постепенно. Я как бы сегодняшнее время внимательно прям всю эту историю сначала как-то не рассказываю, но смысл такой, что мы переходим, например, может быть, обучение с начала урока и с конца урока. То есть в начале урока мы приходим, начинаем там, работу, например, мы точно заранее знаем, как устроить урок, что сначала разминка, потом то-то, потом не знаю бег, потом баскетбол, что-то еще, работа в парах, мы приводим его там, не знаю, 10 минут. Вот. Естественно, мы определяем хорошее поведение, естественно, есть тьютер, естественно, есть как бы предварительная какая-то адаптация, не бросаем ребенка просто так, автоматически он где-то стоял, как бы нормально. Хотя, если это сложный случай, если у ребенка поведение серьезное, то, например, там у нас были дети, когда ребенок просто заходил на дверь последнего зала, брал ручку, как открывал дверь, смотрел туда, закрывал, уходил обратно, занимался физкультурой в своем платье своим тьютером, да, и постепенно мы пытались наращивать время ребенка для того, чтобы он мог потом присутствовать в регулярном классе на физкультуре. То есть этот процесс может быть долгий, да, я не говорю, как мне рассказывают, что может быть быстро, а может быть быстро, смотря какой класс, да, смотря какой ребенок, смотря какие формы нежелательного поведения предыдущего. Вот, соответственно, что еще? Вот, например, это урок из доктора, да, и здесь вот я хочу ответить на вопрос, что если ученик в автономном классе, его программа сильно отличается от сверстников, да, то есть уже нет возможности точно там приводить, например, его на математику, на русский, к которому мы стремимся, да, еще как в начальной школе, пока, например, там не очень понятно, берет ребенок программу или нет, что как будет, мы пытаемся максимально инклюзировать, как можно больше уроков посещать. И пока еще, ну, как бы эта разница не настолько видна, хотя бы в программе, то, соответственно, в средней школе, да, уже, например, ну, вот это 5 класс, здесь мы понимаем, да, уже разницу в математике, в русском языке, в чтении, что это уже очень сложно. И здесь есть разные взгляды, некоторые истории есть и о том, что ребенок может прийти со своим заданием там посидеть. И тут, конечно, я предлагаю как бы команде решать этот вопрос. У нас тоже был такой опыт, например, когда на 5 классе ребята продолжают изучать математику, но со своими заданиями, да, договоренности, что там могут вызвать доске, что, например, там они могут вместо нужного счета они делают письменный, вместо задачи, допустим, решают, что-то еще, то есть, ну, как бы
в пределах своих возможностей, но при этом с другими детьми. То в какой-то момент мы стали говорить с родителями, что нам нужно выбрать, то есть либо мы сохраняем вот эти вот часы как можно более инклюзивно, но при этом будет ущерб по крайней мере ребенку, да, там, несмотря на то, один учится. Вот, и, соответственно, мы решали, потом там выставлять, например, один инклюзивный урок, 3 в классе и так далее, но в итоге, как это может быть, да, что у нас может произойти инклюзия, например, в варианте, когда это только физкультура и ИЗО, на каждый день, да, то есть урок ИЗО, ну вот в школе, которую здесь применяли, он вплоть до 5 класса точно, соответственно, дети могли позволить себе ходить даже в 6 классе, только мы разговаривали, чтобы они ходили в 5 классе, потому что 1 год в целом как бы, ну, не критично нам показался в данном ключе. То есть это про такие договоренности с учителем, с администрацией, что он может присутствовать даже на таком уроке, потому что он себя хорошо ведет, он может делать задания, да, там, не знаю, не станет художником невероятно кандидатским, но формально все как бы предупреждены, плюс есть общение с сверстником в формате какого-то урока, почему бы и нет. Это вариант, который возможно, должен обратить внимание. Да? Ну вот, собственно, здесь про программу. Так, и хочу еще остановить ваше внимание на том, что у нас есть понятие обратной инклюзии, и оно включает в себя вот такие вот пункты. Да? То есть понятно, что есть праздники, есть работа с сверстниками, наставниками, там уроки по толерантности, волонтерские группы. И я, уже у нас, наверное, время ближе к концу, я понимаю, могу сказать и остановиться хочу скорее на формате вот обратной инклюзии и волонтерских групп. Здесь хочу больше сказать. В какой-то момент мы, конечно, поняли, увидели, что ребята сверстниками идут уже достаточно далеко, да, то есть в начальной школе еще можно как-то пытаться какую-то дружескую историю там выстроить, допустим, линию и так далее, но в какой-то момент, понятно, интересы сверстников уходят далеко, и у нас появляется большая разница, да, между сверстниками и детьми нашими, да, с особенностями развития. Если мы говорим там про то, что касается отношений и так далее. Мы не можем заставлять дружить абсолютно, но мы можем выстроить такую систему, когда вот эти нейротипичные сверстники, они знают, что делать с нашими детьми, они их принимают, и они им помогают. То есть у нас идет такая перекос, ну не перекос, а перемещение, да, вот этого фокуса с «давайте вот пусть они там все дружат» к они могут помогать. И в какой-то момент, когда дети нейротипичные понимают, что от них нужно и чем они могут быть полезны, и что они могут делать рядом с особенным ребенком, им становится легче, потому что попадает какая-то, не знаю, смешочки, какие-то хулиганства, какие-то стеснения, какие-то страхи и так далее, потому что есть как бы выстроенная простая схема. Мы это начали делать с конца начальной школы, где-то, наверное, класса с 4-го, ну, именно в таком осознанном больше варианте. Ну, понятное дело, что там до этого тоже наверняка, знаете, когда приглашают нейротипичных детей, там поиграть вместе, какие-то игры организовывать и так далее. Вот, тоже частично мы с этого начинали, но смысл такой, что мы взяли один из классов, такой наиболее, с хорошим поведением, наиболее с каким-то понятным руководителем, которая шла на контакт, которая помогала и которая тоже была заинтересована, да, то есть такой человек. Соответственно, и попробовали запланировать какое-то регулярное количество встреч и занятий в классе, соответственно, с ребятами, с нашими, для того, чтобы начать постраивать такую коммуникацию. Конечно, сначала это были просто какие-то игры, да, ну вот здесь, получается, более старший возраст, это, наверное, прошлый год, это вот еще до этого, да, за пару лет.
Соответственно, это включение в праздники, это включение каждый получается месяц в каком-то мероприятии, естественно, что готовилось уже заранее, и постепенно мы пытались показать ребятам, как можно с нашим экспертом взаимодействовать. Например, какую можно подсказку давать, как можно отвечать, как пользоваться альтернативной коммуникацией, отвечать на такие вопросы, почему кто-то в наушниках, почему кто-то в тексте, почему кто-то там кто-то не может, почему кто-то типа смотрит, как может и так далее. В какой-то момент у нас был год, когда мы проводили коммуникативные занятия, это больше похоже, знаете, такие коммуникативно-лексические занятия, когда, например, вот они играют в магазине, да, и, соответственно, не для того, чтобы научить там их играть, да, для того, чтобы наши ребята могли отработать свои социальные навыки, а, соответственно, лингвистичные сверстники перестали бояться, больше взаимодействовать, понять какие-то особенности наших детей и так далее. Сразу скажу, что эта группа была плюс-минус одних и тех же детей. Да, то есть, сначала было там пару человек, тройка человек, потом было 5, потом в какой-то момент вот сейчас там уже хочет там весь класс ходить и что-то делать. Вот, а мы столько людей принять тоже не можем, столько просто невозможно, да, пространство. Вот. Конечно, мы встретили много препятствий на первоначальном этапе, когда дети приходили, только формально, когда они не очень хотели, там, не очень понимали, типа, ой, там, разобрались урока на 5 минут пораньше, еще что-то. Вот, у нас психолог с ними разговаривала, и как можно больше старался привлекать к работе. Соответственно, те, кто совсем изначально какие сложности доставлял, мы, конечно, разговаривали о том, что, наверное, пока сложно руководить, наверное, да, пока этот ребенок, наверное, не готов, наверное, нам нужно смотреть еще раз на детский коллектив. Вот. Здесь тоже один из вариантов – это про такое детское волонтерское движение, такого во время самоуправления началось, и затем тоже мы такую практику попробовали. Это как раз волонтерское движение скорее сверстников наставников, которые в предыдущем варианте были, а здесь именно девочки, которые учились в 9-10 класс, потом мы ушли учиться, и мы уже закончили нужно такой этап сотрудничества, да, они хотели стать, помогать профессию обрести, вот, и проводили уроки с нашими ребятами, уроки по труду, чисто такие какие-то несложные, простые, кто-то тьюторов, соответственно, здесь, да, рядом, 2 девочки проводили непосредственно уроки, то есть, опять же, там, я, например, готовила, показывала, как можно проводить урок, там, должен быть образец, понятная инструкция, прочее. Вот. Это тоже такое подспорье, конечно, хорошее, потому что это то была средняя школа, среднее звено, здесь уже старшая школа, и они это тоже знания транслировали в свои классы. Да, о том, что здесь происходит, что здесь там, они пытаются, лежат, непонятно, что делают, что с ними вот так можно взаимодействовать, что они это умеют и так далее. Да, то есть это работа с разными каналами по чуть-чуть. И получается, вот сейчас, соответственно, мы с тем классом, который у нас наставнический, уже не предпринимаем каких-то серьезных усилий для того, чтобы работать и что-то делать. Они уже знают свои пункты, они уже знают, как нужно помогать, что вообще требуется, они точно знают, как нужно помогать, подсказки давать, реагировать на поведение и прочее. Они, естественно, уже не боятся сидеть рядом, такое бывало когда-то. Или если ходят, встречаются, просто никто не шукается. Но это вот путь длиной, сколько, наверное, 4 сейчас осознанного года. Я думаю, что первые результаты появились, наверное, первый год точно, потому что если даже не случилось, здесь там было у них какое-то представление после конца учебного года, совместно, когда мы приняли ролями. Там было мало. Там было больше организации специалистов, потому что это был 4 класс, вот, и меньше участия активного детей с нашим, было более формально. Это было начало работы. Сейчас это совсем другая история. Но это не один год и не одно мероприятие, скажем так.
это может быть, а использовать мероприятий много. Вот. Но скорее это такое как бы долгосрочное сотрудничество, но при этом оно дает свои плоды, что даже, например, не нужно рассказывать, как 2 апреля вообще всем классом снова заново, а что вообще происходит. Да? Потому что сакральное знание, во-первых, передается, да, из уста, а во-вторых, просто дети они привыкли к этому, это для них норма, они понимают, что здесь вот такие, он там в классе. Если, например, ребенок с ДЦП, опорно-двигательный аппарат, дети с умственной отсталостью, и с тяжелой, и с глубокой, есть там с умеренной, с легкой, разные, есть там есть аутизм, с разным поведением, да, там, девочка, что называешь, это очень разный такой набор, да, не просто щелканье пальцев. Вот, и в завершении хочу еще сейчас быстренько сказать. Александра, у нас немножко, да, время заканчивается. Да, вижу, да. Извините, пожалуйста. Помимо классических уроков, это может быть еще и другое. Да, то есть это может быть еще инклюзия в форме похода в магазин, поездок на транспорте, поездок в какие-то места, какие-то экскурсии, то есть это тоже входит в работу инклюзии, которая может и должна осуществлять школа. В рамках, например, там, уроков социально-бытового ориентирования или там, просто уроков основ социальной жизни, например. Вот. У меня тут еще было пару слайдов, но я сейчас просто пролистаю. Здесь вот я для вас оставила как бы конец того, что было принято в меморандуме по поводу инклюзивных школ. Это на данный момент федеральный тоже обязательно посмотреть, здесь тоже есть формирование ресурсных классов и инклюзивного образования. Вот. Спасибо большое. Спасибо, Александра. Еще такой вопрос. Вы поделитесь с нами вашей презентацией? Да, конечно, да. Обязательно. Как раз вы там посмотрите информацию по меморандуму. Вот здесь можете мои координаты, можете мне написать в Телеграм и на YouTube. Отлично. Огромное спасибо, Александра, что вы геройски встали, были с нами в это время. Спасибо за приглашение. Ага, будем рады личной встрече когда-нибудь. Уважаемые участники, мы на этом делаем перерыв. Мы с вами встречаемся В 14:00. в 14:00. Сейчас у вас есть время отдохнуть, перекусить, сделать свои дела, подготовиться к презентации. И с 2 часов мы в порядке очереди начинаем защиту проекта. К нам подойдут наши эксперты, наши члены жюри, и мы с вами стартанем. Формат будет очень заочный, то есть кто-то будет здесь находиться, кто-то будет подключаться и презентовать свои проекты. Вот, если есть какие-то вопросы, можете лично подойти и уточнить. Спасибо. Если что, здесь на первом этаже можно пообедать, там есть кафешка, да, и холодильник. Подождите, сейчас все разложу. Я питаюсь этим духом, я больше не кушаю после выходных. Запиши, что красиво Так, давайте. Ну, так. Ой. 20. Нет, конечно, не слух. Так, сейчас.